Мы находимся на 12-м километре от места происшествия у берегов реки Гега. Последние дни, с 17 числа, дожди в горах не прекращаются, и уровень реки значительно повышается. Это место слияния реки Бзыбь с Гегой. Спасатели говорят, что здесь они заканчивают поиски, поскольку Бзыбь сейчас сильно мутная и полноводная. Полноводье не единственная причина. Есть еще несколько факторов, на которые ссылаются спасатели. Во-первых, вода сильно мутная. Во-вторых, тело ребенка не могло унести так далеко от места падения в воду. Ведь Гега, текущая по крутым горным склонам, бурлящая, стремительная, с множеством валунов внушительных размеров, подобно решету. Здесь, на месте слияния Геги с Бзыбью, находятся сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Инспекторы, которые 6-е сутки совместно со спасателями МЧС ищут 4-летнего мальчика Александра Вакулича. Это очень сложный участок везде, а выше вообще там еще сложнее. Ребята даже не переставая днем и ночью фонарями, прожектора ставили вдоль реки с обоих сторон. Вот до этого искали, человек 10-15 бывает, каждый день проходит промежуток. Сказать, что поиски сложные, не сказать ничего. Курсировать с 2 сторон берегов тоже непросто. Они крутые, каменистые и скользкие. Конечно, не обошлось и без травм, но спасатели не считают нужным рассказывать о том, как это произошло. Наша задача, несмотря ни на что, продолжать поиски ребенка, говорят они. Не будет преувеличением сказать, что к случившемуся с семьей туристов в Абхазии отнеслись болезненно, несмотря на то, что в курортный сезон подобные случаи происходят и чаще всего со взрослыми. Горная Абхазия всегда привлекала, и она предстает во всем своем величии, но для тех, кто вступал с ней в неравный диалог, это оборачивается в события с тяжелыми последствиями. Эта памятная плита на внешней стене тоннеля, как рассказывают инспекторы парка, была установлена еще в советские годы. Оказывается, через эту излучину по бурному потоку Геги намеревался проплыть спортсмен. Найдено ли было тело, достоверно неизвестно, но вот корма байдарки иногда виднеется среди валунов. Не так давно со старого моста упала девушка. Как рассказывают, она пыталась сделать селфи, стоя на нем, а потеряв равновесие, упала в реку. Все, что возможно, делается и МЧСниками, и инспекторами лесного хозяйства, и левая сторона берега, и правая сторона берега. Посмотрите, вот как молочная вода какая. Здесь вот 100 метров выше чуть. У нас девушка упала, туристка, тоже с Пензы, если не ошибаюсь. По сей день нету ее. И это именно такой же момент, когда идет паводок, снега тают, погода, дожди, видите, погода меняется в день 2 раза, и никак не может успокоиться река. Если бы это был бы какой-то месяц, там, июль, август, да, река уже садится, прозрачная, что-то возможно было бы сделать. Мы продолжаем путь к месту происшествия. Навстречу непрерывно движутся авто с туристами. В нескольких километрах от места происшествия перевалочный пункт спасателей. По графику сегодня дежурит бригада Гудаутского МЧС. По установленной схеме работали их коллеги из Нового Афона и Гагры. Невозможно, нереально, чтобы человека протащило дальше устья реки. У нас сомнение, что вот в 4 километра протяжения. Вот в этом месте ищем, может, его куда-то затянуло. Вот здесь ходить не так уж легко бывает, где на скалу надо подниматься, забираться, после спускаться. Но этот момент не хотим пропустить, это наша общая боль. Хотим найти этого малыша. На передышку всего несколько минут. Одежда и обувь все еще мокрые. Говорят, что каждый выход к реке для них наполнен надеждой. Алхаз Кертбай дал указание реагировать на все зеленое, ведь на ребенке, по описаниям родителей, была зеленая курточка, застегнутая на молнию. Ранее спасатели находили его обувку. Ветровка легкая, пристегнута до конца, как надо. Мы думаем, что пока может еще одежда находится при нем. У нас есть спасательные веревки, спускаемся по веревке, и тщательно проверяем каждый камень. Вот у нас водолаз с нами, сколько возможно опускаем его, проверяет. Пока нет никаких результатов. Водолаз в этой бригаде – это тот, который, надевая специальное снаряжение, может перейти реку вброд, ходить по воде и тщательно проверять дно и поверхность. А водолазы, аквалангисты МЧС республики свернули работу после 3 дней поисков.
Смотри, камень, видишь? Да, вижу. Сможешь дойти до меня? Метр за метром спасатели прочесывают территорию, переходят вброд, проверяют под мостами, обращают внимание на каждое бревно в воде, ведь ребенок мог зацепиться за него. Особенно тщательно проверяют так называемые карманы. В тот день, когда ребенок упал в воду, наряду с молниеносной реакцией инспекторов нацпарка и спасателей МЧС, к поискам ребенка подключились буквально все, кто оказался рядом. Эти молодые люди, работники кафе, с ночи до утра мониторили берег реки, наблюдали сверху с моста, стояли по периметру реки, включив все фонари и фары автомашин. Как произошло, минут 10, может, прошло, я ехал за водой туда и попал в этот момент. Водитель видео стоял тоже, вот, сказали, что у них вот ребенок утонул, и всех предупредили, к лесникам приехали, и работники все вышли, уже начали искать. Кого могли, всех предупредили. Уже все искали, родители увидел, я тоже не подходили ко мне, спрашивали, какие-то шансы есть у них, ребенок выживет, не выживет. Я здесь уже давно работаю, знаю эту речку, пошел, и так что все здесь ребята знают. Пошли все вдоль речки, начали искать. Четырехлетнего малыша Александра Вакулича искали из воздуха. МЧС использовали дроны с камерами высокого качества. Но опять-таки из-за бурного течения и мутной воды эти попытки не дали результатов. Главный лесничий Тенгиз Джергени ведет нас к бревенчатому мосту, с которого упал ребенок. Рассказывает, что в мае и начале июня здесь снега в процессе таяния. Исходы лавин регулярны. У нас территория национального парка, она огромная. И на каждом месте, на каждом этапе оно идет посезонно. Потому что здесь, например, на самом Гекском водопаде, фактически открывается очень поздно дорога на Гекский водопад, потому что здесь сход лавин, и лавины долго тают. Но именно каждый раз мосты, дороги, всякие пути, туристические маршруты, все проверяются инспекторами лесного хозяйства. Но на данный момент человек только начинал открываться, и только начиналась работа по ремонту этого моста. Сам мост, на чем пройтись, он был, но перила, потому что каждый зимний период перила снимаются, потому что лавина сносит их. И вот он только начинался ремонтировать. Вот на сегодняшний день вы сами увидите, да, они его будут делать, но, естественно, в конце, пока капитального ремонта не будет, он так и не откроется у нас. Мы будем проверять, инспектора будут проверять. Тут у нас есть и с технадзора ребята, которые работники национального парка, которые должны присутствовать с нами, проверить это все, и потом только. Но на данный этап, в тот момент, он был просто только начало его ремонта. Была сторона одна только сделана, перил. В СМИ озвучивают несколько версий произошедшего. Мы связались с водителем трансфера Романом, который в тот день по частному заказу вез семью из Белоруссии по туристическим маршрутам. Мы попросили его как можно подробно рассказать о случившемся в тот злополучный день. Мы сперва поднялись до озера, потом я даже на озере заметил, что ребенок очень шустрый. А потом мы спустились, поднялись на Гекский водопад. Мы всегда поднимаемся по этой дороге, значит. Просто все обидно, я им объяснял. И когда вышли, я говорю, ребята, смотрите, мост, посмотрите, какой мост, говорю, очень опасный. Я ему говорю, ребенка посади на шею. Он говорит, хорошо, он просто приподнял его, обнял. Я еще раз ему дал замечание, говорю, слушай, говорю, я сказал, у тебя ребенок шустрый, говорю, посади его на шею. Он говорит, хорошо. Пока они фоткались, я тоже отошел, там у меня в машине, там, открыл капот, залез под капот и смотрел. Что-то нужно было мне что-то устранить, там, я воду хотел долить. Минуты 10-15 не проходят. Я уже со слов туристов говорю, когда они подошли к мосту, жена вперед пошла, он ребенка пустил, взял за руки, дошел до моста, потом где-то в середине где-то моста он отпустил руку, и они начали фотографироваться. И в это время ребенок упал. Но это со слов других туристов. Там у меня еще были другие туристы, тоже с детьми были. Они-то детей взяли в руки, значит, вот именно он не углядел, там минут 2-3 секунды это получилось.
А потом он прибегает и ко мне говорит, у меня, говорит, ребенок в воду упал. Ну, я ему говорю, иди вдоль реки быстро вниз, говорю, а я попробую с другой стороны вас перехватить. Ну, не получилось. Там бедная мать тоже прыгнула в реку, спасать ребенка, но не получилось у нас. Ну, в принципе, вот так. В принципе, это все я своими глазами не видел, я со слов других туристов говорю. У нас так и получилось. Там у нас были еще друзья, которые с нами были, они тоже действительно были, они это все видели. Ну, с моей стороны, я их предупредил, даже им сказал, что мост опасный, будьте осторожны. Да. Это беда, очень страшная беда, трагедия для всей Абхазии, но... Роман также рассказал, что за его многолетнюю практику подобные случаи впервые, но вот с беспечностью туристов-родителей он сталкивается часто. Бывает так, что водители, переживая за малолетних детей, которых ставят у обрыва или на канатном мосту ради красивого фото, а иногда и оставляют без присмотра, не могут оставаться равнодушными, берут инициативу в свои руки и, можно сказать, становятся няньками. Во всяком случае, в случившемся разбирается прокуратура Гудаутского района. Кто понесет ответственность, станет известно позже. А пока дирекция Рецинского национального парка семье пострадавших выплатила компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Их окружили заботой и теплом. Нужно ли говорить о том, какие страдания испытывают родители? По словам очевидцев, на протяжении 3 дней старшая сестра пребывала в шоковом состоянии. Дирекция парка предоставила услуги психолога. Это тот самый мост, с которого упал 4-летний ребенок. Он будет закрыт до тех пор, пока идет монтаж. Идут 6-е сутки с тех пор, как ребенка унесло водой течением вниз по реке Гега. О завершении операции речи пока и не идет. А мы со своей стороны хотим напомнить нашим гостям, что никогда не стоит забывать о мерах безопасности. Асида Малия, Адам Арджения, Абхазское телевидение.